Я пришел на эту встречу, потому что вы собрались в кабинете Михаила Ефимовича Николаева. Для меня это знак, символ, это как бы знак того, что когда звучит это имя, то и люди, и разговор бывает глубоким, обстоятельным, фундаментальным. Вот, поэтому это первое. Второе, когда меня Барамыгин пригласил на эту встречу, то я, услышав имя молодого человека, Олега Иринеева, Олега Валерьевича, спросил, откуда он родом. Мне Барамыгин сказал Лоханан. А поскольку Лоханан, это в самом названии этого Лоханана звучит очень тоже перспективно, от Лоханана до Улахана. Да? Вот. И Лоханан это врата, на самом деле подлинные врата в республику. Это, видимо, в древности, как история говорит, не зря назвали его Лоханан, тем более, что рядом есть Тойонары. Вот. Тойонары. Поэтому для меня то, что он оттуда родом, имеет свои корни, это очень важно. Для меня очень важно. Я сегодня должен был поехать в свою родную деревню Чаран, Ангаласского Луса над Бестяхом, но когда узнал о том, что будет баллотироваться на должность главы человек, связанный с сельским хозяйством села, то для меня, конечно же, это очень важно. Просто я сам каждое лето живу в Чаране. И я вижу, вспоминаю, как Чаран это был колхозом по имени Папанина. Как там животноводство развивалось, как все это. Поэтому, видя, как мой родной Чаран пришел в такой не совсем правильной ситуации, то если главой станет человек, связанный с сельским хозяйством и профессионал сельского хозяйства, вот мне говорили уже, рассказывали про вас, ваши сподвижники, соратники, поэтому считаю, это очень правильное вы приняли решение. И то, что место, откуда вы родом, еще соприкасается с ямщицкой историей, с государевыми людьми. И в этом смысле вы тоже их хорошо знаете, вот вы знакомы их образом жизни, историей. Вот как я услышал, хорошо, что вы хорошо знаете историю своего Хангаласского Луса, Хангаласского района, раньше Орджоникидзевского района. Поэтому это тоже очень о многом говорит. Сейчас я читаю, который раз читаю я великий труд Гаврила Ксенофонтова «Уран Хайсахалар». И вот, и читая, еще раз поражаюсь, каких людей, Хангаласская земля рождала. Вот вы сейчас назвали несколько имен, это выдающие люди, уникальные люди. Вот, и конечно же, то, что занимаясь социальной, даже бытовой жизнью своих, вашего района, сельчан, города Покровска и вот Ямчийского тракта и так далее, занимаясь то, что вы не должны забывать и историю, и имена людей. Для меня это как человек культуры. Я очень надеюсь, что деятели культуры поддержат кандидатуру Олега Валерьевича Иринеева, потому что вы, люди культуры, знаете, что мы часто даже не по информации, по интонации людей чувствуем. Потому как он говорит, потому как он компетентен, внимателен, и по интонации чувствую, что да, он руководитель и перспективный руководитель. Вот, поэтому хотел бы вот сегодня напомнить еще тех руководителей, которые
работали на ниве вот Хангаласского улуса. Что там говорить, вот вы говорили, о Давиндархане говорили так, да? А мы же помним, начиная от еще советских времен, так, советских времен руководителей, и партийных руководителей, и советских руководителей. Ну, я лично очень хорошо работал, можно сказать, очень в дружеских и деловых отношениях был и с Валерием Абрамовым, и вот Антоний Анатольевич пришел, Добрянцев, вот, которые, значит, Афанасий Владимиров и Федор Борисов, вот недавно он. Вот, поэтому их опыт тоже очень важен, потому что каждый работал в определенный этап развития улуса, Хангаласского улуса, и каждый внес особую лепту. Поэтому я сегодня вот на этой встрече хотел бы вам пожелать ну, как бы силы духа, прежде всего, поскольку вы на себя берете ответственность не только, ну, как у руководителя там какого-то учреждения, а целого района, а тем более, это вот правильно вы сказали о том, что этот район такой, можно сказать, и не только знаковый, а фундаментально создавший историю республики, историю народа Саха, историю, значит, ямщицких, государевых людей. Поэтому я пожелаю вам думать шире, значит, думать о развитии района для того, чтобы это для республики оно создавало опору, этот район. Вот. Поэтому я хотел, вот, пожелав успеха, мне показалось, что у вас, ну, таким экстрасенсским взглядом, скажем, что мне показалось, что перед вами хорошая такая перспектива стать главой этого нашего дорогого, нашего любимой земли Хангаласской. Да. Хочу подарить вот свою книгу «Путь республики Саха» называется. Так вот, тут напишу и с пожеланиями хочу вот подарить. Олег Валерьевич. Күштә санала санан потом туа гәлә только дурьем вот звезда говорит.